На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Друг в беде не бросит. Россия продолжит командировать врачей и медперсонал в Абхазию. 42 года в эфире. 6 ноября 1978 года началась история абхазского телевидения. 3 спектакля в 2 городах России. Русдрам снова уезжает на гастроли. Начнем с сообщения оперативного штаба на 6 ноября. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 298 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 123 человека. У 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 29 пациентов в средней степени тяжести. Выписано 8 человек. В Гудаутском госпитале скончался пациент 1930 года рождения. Он был доставлен в больницу 23 октября в тяжелом состоянии. У него была диагностирована коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер ночью 5 ноября. 5 ноября в Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1930 года рождения с диагнозом COVID-19 тяжелой формы и двусторонней полисегментарной пневмонии. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался. В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние здоровья 3 человек тяжелое. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 48 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов в средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека. В мобильном госпитале скончалась пациентка 1955 года рождения с диагнозом новая коронавирусная инфекция, крайне тяжелое течение и осложнениями основного заболевания – внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, умерла утром 6 ноября. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4649 человек. 50 летальных случаев. Выздоровели 2500 пациентов. Друг в беде не бросит. Россия продолжит командировать врачей и медперсонал в Абхазию, в том числе и для работы в ковидных отделениях районных медучреждений. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в ходе визита в мобильный госпиталь Южного военного округа, развернутый в пансионате «Айтар». Подробнее Надежда Боровикова. Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин посетил мобильный госпиталь Южного военного округа, развернутый в пансионате «Айтар». Накануне представитель российского посольства, советник-посланник Максим Литвинов, также побывал в Гудаутском госпитале. Впечатления по итогам 2 этих визитов самые положительные, отметил Алексей Двинянин. Главный врач Магомедов Абдул Магомедович организовал нам небольшую экскурсию, если можно так сказать, по территории пансионата, показав, где размещаются основные компоненты госпиталя, приемное отделение, терапевтическое отделение, отделение реанимации, ну и непосредственно блоки, в которых находятся инфицированные больные граждане Республики Абхазия. Но, естественно, без посещения, поскольку режим здесь очень строгий. Я считаю, это очень правильно. Абдул Магомедов, начальник госпиталя, рассказал о текущей ситуации в полевом медучреждении и поблагодарил руководство и Минздрав Абхазии за высокий уровень взаимодействия и оперативное реагирование на любые возникающие вопросы. 58 человек лежат в мобильном госпитале, 5 человек в реанимации. Больные поступают в основном все тяжелые. Вот, к сожалению, по нарастающим итогам 116 человек уже обратились стационарно и более 250 человек амбулаторно. Вот могу сказать огромное спасибо руководству Абхазии. В первую очередь Министерство здравоохранения с нами взаимодействует круглые сутки
по оперативной группе представители с Министерства здравоохранения постоянно находятся здесь, по всем вопросам взаимодействуют. Какие-то вопросы возникают, они тут же решаются. Еще раз могу сказать огромное спасибо в плане взаимодействия. Алексей Двинянин также поблагодарил руководство Абхазии за прекрасные условия размещения и работы, предоставленные российским медикам на базе пансионата «Айтар». Я, пользуясь случаем, хочу выразить признательность, во-первых, руководству Республики Абхазия за гостеприимство. Условия, созданные для российских военных медиков здесь в пансионате «Айтар», отличные самые. Есть столовая, есть внимание, постоянно идут поставки кислорода для больных, что, как вы знаете, является одной из важных или важнейших составляющих частей лечения. Российская Федерация продолжит оказывать помощь Абхазии в рамках борьбы с коронавирусом. В ближайшее время ожидаются поставки медоборудования, аппаратов ИВЛ. Кроме того, Россия готова и дальше командировать в Абхазию врачей и медперсонал. Мы планируем при необходимости увеличить количество медиков. Потом я знаю, что есть потребность в медсестрах либо фельдшерах. Об этом тоже сейчас идет речь. И рассматривается этот вопрос как в Координационном штабе Российской Федерации по борьбе с коронавирусной инфекцией, так и в Министерстве здравоохранения России. Вот. Также еще нет до конца закончены поставки необходимого оборудования. Я имею в виду аппараты ИВЛ, кислородные аппараты. Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа развернут в Сухуми с 19 октября по просьбе правительства Абхазии. В арсенале полевого медучреждения есть все необходимое для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Российские военнослужащие химзащиты завершили дезинфекцию в черте города Гагра в пятницу 6 ноября, рассказал «Спутник» представитель Минобороны России майор Павел Груздев. Силами сводного отряда РХБЗ Черноморского флота Южного военного округа обработали центральную районную больницу площадью до 13 тысяч квадратных метров и около 9 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также обработано здание БТИ площадью 4,5 тысячи квадратных метров и дорожного покрытия до 6,5 тысяч, отметил он. Груздев уточнил, что в работе было задействовано 7 единиц техники и 20 человек. На этом дезинфекция в черте города Гагра завершена. С субботы 7 ноября специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты приступят к дезинфекции КПП ПСОУ. История болезни семьи Агарба. Можно ли избежать заражения коронавирусной инфекцией? Как правильно себя вести и как распознать заболевание? Нашим коллегам удалось пообщаться с переболевшим COVID-19. Об истории одной болезни расскажет Виола Барганджи. Мысль о том, что болезнь COVID-19 может коснуться меня или же моей семьи, не возникала. Именно с этого начинает свой рассказ Нугзар Агарба. И несмотря на такое скептическое отношение к коронавирусной инфекции, еще в сентябре, как рассказывает мужчина, большая семья временно изолировалась и приехала в деревню. Однако избежать заражения так и не удалось. В семье Нугзара Агарба заболело сразу 9 человек. Некоторое время скептически относился к тому, что, например, как и все, которые заболели потом, что именно эта беда нас минует. Но сказать, чтобы я был недисциплинированным человеком, не могу сказать. Я придерживался всем рекомендациям, которые давала оперативный штаб давал, и санэпидстанция давала, носил маску. Был долгое время в изоляции, находился в деревне. Причем в деревню мы поехали всей семьей, с детьми, внуками, и там находились долгое время. Интересный момент. Я в сентябре месяце 2 раза сдавал на мазелк, на вирус, и оба раза были отрицательные результаты. А потом в числах 30 сентября вдруг вечером почувствовал, что типа как грипп пришел. Легко. А потом температура повысилась, не очень большая температура была первые 2-3 дня. Затем температура еще больше повысилась, потерял обоняние. Вот. И стало плохо. Но что я еще заметил, члены нашей семьи тоже начали так же болеть. Тогда, как рассказывает Нугзар, стало понятно, что плохое самочувствие вызвано необычным гриппом. Столь характерных симптомов, возникающих именно при COVID-19, испытывать ранее не приходилось. Болезнь протекала как-то необычно. Но так я еще никогда не болел. Вот знаете, прослуживались мы всегда в раннем детстве, навсегда во взрослом уже состоянии. Но этот грипп был не похож на все остальные гриппы.
И что удивительно, в Гудаутах 3 числа я сдал опять на мазок сдал на вирус. Ответ пришел только 13 числа и уже был положительный. И где, в каком промежутке мы заразились, мы это не поняли. И отсюда я делаю вывод, что заразиться можно где угодно, но надо защищаться, надо носить маску. Маску обязательно носить. Иногда я вижу такую картину, люди носят в машине, одни едут в машине маску. Зачем одному человеку ехать и маску носить? Или в парке он сидит, разговаривает в маске. Нет, надо одевать маску там, где скопление людей. Лечение семьи Агрба на первоначальном этапе проходило в домашних условиях. Смотреть друг за другом тогда было сложно. Однако, как сегодня вспоминает мужчина, в сложный период на помощь пришло много неравнодушных граждан. Представляете, кушать никто не может готовить. Истощение денег тоже, лекарства очень дорогие. И что удивительно, соседи первым пришли к нам на помощь. Было приятно, мы лежим все. Тимур Надарая позвонил, например, приехал у ворот, там кушать привез, деньги даже чуть-чуть положил. Вот. Также Лаша Саканя поступил. Что интересно, у отца коллектив, это Черноморэнерго, они все, начиная от руководства, кончая низшим звеном, рабочими, очень большое внимание оказали моему отцу, который 70 лет работает в Черноморэнерго. И вот сегодня я хочу всем им сказать спасибо. Моим добрым соседям спасибо сказать. Близким, родным. Очень много было моральной поддержки. Многие звонили, многие спрашивали. Вот что я хочу еще добавить. Будьте люди внимательны к своим соседям. Правда, в эти дни у кого-то может не хватить денег на лекарства. Если есть такая возможность, помогите людям. Помогите едой, добрым отношением, добрым словом. Неоценимую помощь, так же, как рассказывает Нугзар Агрба, оказали абхазские врачи и медсестры. Они просто молодцы. Я после этого лежал в Краснодаре. Там тоже люди умирали. Там тоже очень много труда. А у наших врачей, медсестер, нянечек, сестричек, труд был еще гораздо выше. Я видел, как в Гудаутах люди трудились. И вот сейчас, пользуясь случаем, хочу сказать Аста Мургуне спасибо, Азизе Жиба спасибо, Лауре Кварте спасибо, замечательному нашему доктору, которая нас вела, которая подсказала, как себя вести. Это Анжела Алексеевна Арчеля. Девушки, медсестры, которые приезжали к нам, маму забирали в Гудауту. Она впоследствии умерла. Вот. Очень много труда было вложено. И особенно было трудно нам, когда мы делали уколы, мы в домашних условиях лечились, и некому было делать капельницы. Тогда позвонили мы в оперативный штаб, и председатель штаба нам назначил девушку, зовут ее Лика Папаскири. Она вот в 8 утра приезжала и в 8 вечера делала нам по 2 капельницы в сутки. Огромный труд у ней был. И вот всем врачам хочу сказать, и врачам, всему медперсоналу хочу сказать огромное спасибо. И штабу, который нам советовал, как себя вести. По мнению Нугзара Агрба, именно соблюдение всех предписаний и открытое информирование окружающих в случае собственного заболевания может помочь многим гражданам избежать опасной инфекции. Мы оказались в итоге не очень послушными людьми. Посмотрите, президент вводит ограничения на мероприятие до 5 октября, по-моему. А мы 3-4 буквально проводим мероприятия, массовые мероприятия проводим, без масок, встречаемся, обнимаемся, целуемся. И друг друга заразили. Иногда говорят, может быть, границу не нужно было открывать. Я думаю, что граница никакой роли здесь не играла. Здесь играл сам человек, его самодисциплина, понимание того, что если ты заразился, а потом чего скрывать, если ты уже заболел? Не надо скрывать, надо всем сказать, чтобы знали. Сегодня Нугзар Агрба чувствует себя хорошо. Успешно пройдя через такое заболевание, мужчина отмечает, что недооценивать новую инфекцию не стоит. Лечение дорогое и не всегда эффективное, а последствия даже для молодых людей могут быть самыми непредсказуемыми. Виола Барганжа, Сосырква Гухава, Абазатовая. 42 года в эфире. 6 ноября 1978 года. День, с которого началась история абхазского телевидения.
42 года государственная телерадиокомпания освещает важнейшие события в стране. В период Отечественной войны народа Абхазии работа телевидения и радио не прекращалась ни на один день. Многие из сегодняшнего состава журналистов АТ работают со дня основания телеканала. В новостной службе молодежь, недавние выпускники университета. Все вместе сегодня они отмечают общий праздник. Наши корреспонденты пообщались с коллегами в день рождения абхазского телевидения. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Сердце телевизионного канала «Ньюсрум». Здесь работа кипит практически круглые сутки. Готовятся экстренные выпуски и специальные репортажи, запланированные сюжеты и горячие новости. Информация обо всех событиях в стране сконцентрирована в этом небольшом кабинете, где в прямом смысле плечом к плечу трудятся самые молодые и энергичные новостные журналисты. 2 года тому назад судьба мне сделала удивительный подарок. Я стала частью большого дружного коллектива под названием «Абхазское телевидение». Я пришла попробовать себя. Вообще с детства мне всегда нравилось писать, мне нравилось смотреть репортажи, всегда смотрела каналы и говорила: о, как это круто. Осмелилась, попробовала себя. Я надеюсь, что у меня получается. Бытует мнение, что время журналистов, как и телевидение, в прошлом. Сегодня популярны блогеры, соцсети и YouTube. Но, как говорят профессионалы, журналистика – это не хайп и не количество просмотров, которые блогеры монетизируют в сети. Журналистика – это забота об аудитории, работа на нее. А еще проверенная информация может быть не такая оперативная, как у собирателей сплетен и соцсетей, но всегда достоверная. Иногда у нас есть какая-то информация от людей, что там где-то что-то произошло, но каждое слово мы должны проверять. Если мы не можем это подтвердить чем-то, то мы и не имеем права об этом говорить. Хотя где-то мы знаем, что это точно так есть, но у нас нет таких доказательств. Поэтому в этом смысле, конечно, всю правду, все, что мы хотим, говорить, конечно, ни один журналист не может. Хотя госканал принято считать, что да, это политические всегда какие-то пристрастия, симпатии у журналистов есть, но тем не менее есть такая свобода, и это право выбора каждого журналиста. И я благодарна, наверное, судьбе, что у меня пока есть такая возможность говорить то, что я считаю интересным, важным и нужным. Наала Мукба – автор актуальных программ. Она освещает самые животрепещущие проблемы. Одна из последних ее работ – нашумевшая передача «Пациент», которую Наала снимала в красной зоне ковидного центра. По ее словам, главной задачей было показать, как опасен вирус на самом деле, чтобы хоть как-то повлиять на безответственное поведение населения Абхазии. Она видела эту цель и без страха и сомнений, облачившись в защитный костюм, отправилась прямо на линию фронта борьбы с опасной инфекцией. Кто-то даже благодарил. Мне было приятно, особенно было приятно, например, от родственников тех, кто там лежал. Они говорят, что у меня даже мурашки по коже сейчас, когда я об этом говорю, насколько для них, с одной стороны, больно было наблюдать кадры человека, который в реанимации лежит, да, и там родной отец чей-то родственник, но они говорили: спасибо, что ты нам показала то, что там на самом деле происходит, потому что мы знаем, что это такое, и, возможно, это кого-то заставить носить маску, соблюдать какие-то меры безопасности. Мне кажется, это была единственная цель, с которой мы поехали снимать эту передачу. Самым важным и заметным периодом в истории абхазского телевидения Гарри Арестава называет Отечественную войну народа Абхазии. В то время он работал оператором на АТ. По его словам, тогда абхазские журналисты первыми выиграли информационную войну. Было очень важно тогда переломить ситуацию, потому что все телеканалы тогда были пролоббированы и вещали информацию, которая была угодна грузинской стороне. И первое время было тяжело, но потом на всех российских федеральных каналах наше присутствие было почти ежедневным. И они потом сами в конце тоже признали, что наши информационщики, в том числе телевидение Абхазии, в информационной войне мы одержали тоже победу. А Ирина Аржба пришла на АТ в 1994 году. Дипломированный экономист, окончивший университет с отличием, выиграла конкурс и стала вести новости. И ни капли не жалеет, что променяла денежную профессию на ту, которая принесла ей счастье. Ты понимаешь, что от твоей работы что-то зависит.
что ты можешь что-то изменить, может быть, кому-то помочь, может быть, осветить какую-то проблему, которая потом, благодаря твоей работе или работе команды, получит разрешение. И вот это очень важно. И нет такого ощущения, что вот опять на работу, опять вот как люди говорят, счастливый человек — это тот, кто с радостью идет на работу, кто с большой радостью возвращается домой, да, то есть если у тебя на работе тебе интересно и в семье тебе комфортно. Сергей Чхинджерия, редактор абхазского выпуска новостей. Его рабочий стаж сравним с возрастом канала. На телевидение он пришел еще будучи студентом. По его словам, сегодня абхазское телевидение переживает не лучшие времена. Во многом это связано с уровнем популярности государственного языка и техническим оснащением. Если говорить как есть, многие чиновники не желают разговаривать с нами на родном абхазском языке, хотя и Конституция их обязывает напрямую, но однако происходят другие вещи. Нам очень сложно делать выпуски, как хочется. Сильно отражается на нашей работе, очень сильно отражается. Есть еще другая проблема. Нас не видят в стране, допустим, где-то 70% показывает абхазское телевидение. В некоторых районах вообще, потому что передающие станции устарели. А режиссер Ада Квирая называет настоящее время самым плодотворным периодом на абхазском телевидении. По ее словам, сейчас есть все условия для творческой реализации – и технически, и идеологически. Я делала очень много экспериментов. Цифровая техника, она же с каждым годом все как-то обновлялась. И мне, не скажу, удалось, мне просто такая возможность у меня была, используя вот эти все новинки, пользуясь тем, что здесь много хроникального материала, хроники есть, делать какие-то эксперименты, какие-то совмещения. И я считаю, что я очень выросла вот за эти годы на телевидении. Кто, как не генеральный директор, знает обо всем, с чем приходится сталкиваться и бороться каждый день, чтобы новости были оперативными, а передачи актуальными, чтобы работала техника и люди, как положено. Финансовые трудности огромные. На телевидении огромные долги моих предшественников. Мы в долговой кабале, если бы правительство как-то не помогало бы нам в этом плане, значит, в смысле возвращения долгов, я даже не знаю, что мы делали бы. Но, с другой стороны, получить какое-то дополнительное финансирование, или даже не дополнительное финансирование по многим статьям для того, чтобы развивать телевидение, мы не можем. По словам Ирины Агарба, абхазское телевидение сегодня, не привлекая дополнительных ресурсов, расширяет вещание, делая упор на государственный язык. У нас большие проблемы с техникой, оборудование в значительной части выходит из строя, у нас не хватает камер, у нас не хватает съемочных машин, у нас не хватает микрофонов, у нас не хватает всего. Но мы начали все равно расширять свое вещание. И, кстати говоря, не привлекая никаких дополнительных ресурсов, люди на энтузиазме делают дневной дополнительный эфир. 42 года, не прекращая работу практически ни на один день, абхазское телевидение рассказывает обо всех событиях в стране. Многие из сегодняшнего состава журналистов работают со дня основания телеканала. А в новостной службе в основном молодежь. Все вместе сегодня они отмечают общий праздник. Марианна Котова, Раму Камкия, Абаза ТВ. С 42-летием со дня основания абхазского телевидения руководство и коллектив ГТРК поздравил президент Абхазии Аслан Бжани. Отмечая вклад национального телевидения в национально-освободительное движение абхазского народа, Аслан Бжани подчеркнул, что в современных условиях при наличии множества телевизионных телеканалов и интернет-ресурсов, когда зрителю предоставлена возможность выбора, абхазское телевидение продолжает нести в массы национальные идеи и выполнять особую роль. Президент также отметил позитивные изменения в работе ГТРК, в частности, появление новых, соответствующих современным требованиям, программ. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварча поздравил руководство и сотрудников абхазской телерадиокомпании с днем основания национального ТВ. В его письме на имя генерального директора АТ Ирины Агарба, в частности, отмечается:
Первый выход в эфир программы абхазского телевидения, который состоялся 6 ноября 1978 года, стал знаковым событием в истории Республики Абхазия. Ваша работа настолько важна сегодня для республики, для каждого жителя, что ее значимость трудно переоценить. Благодарим вас за самоотверженный труд, патриотизм и следование лучшим профессиональным традициям. Желаем всем работникам, ветеранам АГТРК крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов. Конец цитаты. Общественная палата Абхазии предлагает поддержать инициативу известного абхазского поэта Дениса Чачхалия официально утвердить 780 год нашей эры как начало абхазской государственности и ежегодно отмечать эту дату. В письме на имя президента Академии наук Абхазии Зураб Джапуа Общественная палата просит она дать историческую справку по данному вопросу и по возможности поддержать эту инициативу. В дополнение к официальному утверждению этой даты мы предлагаем отлить мемориальную доску с описанием и обоснованием этого события и расположить ее на столичной набережной, возможно, в районе Сухумской крепости. Именно у этой мемориальной доски и можно будет начинать будущее ежегодное празднование этой фундаментальной даты в истории абхазского государства, говорится в письме, подписанном секретарем Общественной палаты Гули Кичба. Как следует из исторических источников, в 780 году при абхазском царе Леоне II Византия и Хазария признали Абхазское царство. Таким образом, получается, что в 2020 году исполнилось 1240 лет абхазской государственности. По столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту вновь ведутся удары, сообщает в пятницу 6 ноября корреспондент «Известий». Очень жесткие взрывы по всему Степанакерту и окраинам, уточнил он. По словам корреспондента, в городе работает сирена, есть следы попадания снарядов. Ранее в пятницу власти НКР сообщили, что в результате ночного обстрела Степанакерта и Шуши вооруженными силами Азербайджана погибли 3 человека. Добровольцы из Абхазии собрались на помощь Нагорному Карабаху. Об этом в соцсетях сообщил помощник президента Абхазии Ахра Авицба. Информацию подтверждают и фотографии абхазских телеграм-каналов. Первая группа добровольцев из Абхазии отправляется в Карабах. Аэропорт Сочи, пишет D-News Абхазия. Экономика и кадры. 7 специалистов из Абхазии прошли обучение в учебном центре на базе ФАО «Главгосэкспертиза России» в Москве. Вице-премьер, министр экономики Кристина Азган встретилась со специалистами в области строительства, успешно завершившими обучение, сообщает сайт Минэкономики. Все участники, которые были зачислены на курс повышения квалификации, прошли его успешно. Ребята молодые, но вместе с тем очень опытные, проявляют большую активность для того, чтобы вложенный в них материал не пропал зря. Виден огонь в глазах и желание работать, что является очень важным, отметил начальник Государственного управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Цимцба. Кристина Азган рассказала о существующих проблемах в сфере регулирования строительной отрасли, связанных с отсутствием собственной нормативной базы. У нас впереди много работы. Предстоит разработать градостроительный кодекс, который позволит в перспективе регулировать отношения в той же строительной отрасли, необходимой для полноценного развития республики. Я верю в успех совместной работы специалистов Министерства экономики и профильного ведомства. Ваши знания необходимы, отметила вице-премьер. Молодые специалисты выразили благодарность за предоставленную возможность повысить свои профессиональные знания. Порядка 1000 тонн сельскохозяйственной продукции, мандаринов, фейхоа, хурмы ввезено в Россию из Абхазии с середины сентября, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни. Отмечается, что это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году ожидается ввоз до 50 тысяч тонн цитрусовых. При этом на российско-абхазской границе фиксируется большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии. В основном нарушители не предоставляют необходимую разрешительную документацию. В сочинском селе
А Ибга построили новый пешеходный мост, пишет Сочи Стрим. Об этом изданию сообщили в пресс-службе городской администрации. В 2017 году единственную переправу в Ибге снесло паводком. Это привело к неудобствам для жителей левобережной части. Для того, чтобы попасть на правый берег, где находятся магазины почты, им приходится преодолевать больше 25 километров в одну сторону. В решении этой проблемы принял участие депутат городского собрания. В итоге подвесной мост построили за месяц. На обоих берегах реки Псо установили опоры, а через реку натянуты стальные тросы, на которых закрепили доски. По словам местных жителей, нормального моста здесь не было около 20 лет. Теперь же путь с одного берега на другой занимает всего 4 километра. Отметим, что пресс-служба СГБ на запрос нашей редакции прокомментировать данную информацию пока никак не ответила. Туристический пояс Сочи, связывающий Туапсе, Сочи и туристический городок Сириус с Абхазией, продолжит курсировать и в зимний период, сообщает «Вести Сочи». Ретро-поезд совершает маршрут из Туапсе в Гагру. Первый рейс состоялся 15 августа 2020-го. Из Сочи поезд отправляется ежедневно, кроме вторника в 8:00, в обратном направлении из Гагры в 19:00. В состав поезда включены купейные вагоны, общие вагоны с местами для сидения и плацкартный вагон. Все они оформлены в стилистике советской эпохи и полностью соответствуют всем современным требованиям. Информация правоохранителей. Следственной группой ОВД Очамчирского района возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz. 5 ноября примерно в 18:45 в Очамчирском районе имело место дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает сайт МВД Абхазии, двигаясь со стороны города Гал по направлению Сухум, водитель автомобиля Mercedes-Benz Каджая Руслан Заурович, 1986 года рождения, на 141-м километре трассы Псо-Ингур в районе села Кындык не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречно следующим автомобилем ВАЗ-2107. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 Сангулия 1957 года рождения и 3 женщины, следовавшие в машине в качестве пассажиров Чиковани 1971, Бигвава 1974 и Сангулия 1952 годов рождения, все жители села Губ Очамчирского района от полученных травм скончались на месте. Каджая доставлен в медучреждение. По результатам медицинского освидетельствования у последнего установлен факт алкогольного опьянения. Следственной группой ОВД Очамчирского района по признакам преступления нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц, в отношении Каджая возбуждено уголовное дело. Гражданин задержан. Продолжаем выпуск. Министр культуры республики Гудиса Агарба поздравил одного из первых эстрадных исполнителей Абхазии, лауреата республиканских и международных конкурсов и фестивалей, солиста Абхазской государственной филармонии, заслуженного артиста Абхазии Заура Зухба с юбилеем. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: ваш вклад в развитие эстрадного искусства Абхазии, высокое мастерство и талант заслуживают искреннего уважения и признательности. 45 лет вы служите любимому делу, став одним из самых ярких и популярных певцов и автором музыки, увлеченного своим делом, трудолюбивым и талантливым исполнителем-вокалистом абхазской эстрады. В вашем блистательном исполнении такие широко известные песни, как «Моя Абхазия», «Свадебная» и другие имеют огромный успех у зрителей не только в Абхазии, но и за ее пределами, представляя наше искусство на различных площадках Северного Кавказа и России, превращая свое выступление в настоящий праздник. Конец цитаты. 3 спектакля в 2 городах России. Русдрам снова уезжает на гастроли. Зрители каких городов смогут увидеть постановки Русского драматического театра имени Искандера и как сами гастроли стали возможными, расскажет Элеонора Гилаян. Изначально 2020 год планировался богатым на гастроли для труппы Русдрама, но обстоятельства непреодолимой силы, проще говоря, пандемия коронавируса, внесли большие изменения. Тем не менее, совсем скоро Русдрам отправляется в Великий Новгород. 7 ноября мы выезжаем наконец на гастроли. Мы едем в Великий Новгород на очень
известный, крупный фестиваль, международный фестиваль Достоевского с нашим спектаклем «Игрок». Этот фестиваль объединяет спектакли по произведениям Достоевского, и в этот раз получилась очень интересная история, потому что из-за того, что наша капелла не смогла поехать с нами на этот фестиваль, мы смогли вместе с организаторами фестиваля договориться с Санкт-Петербургским концертным хором. Это очень известный коллектив под руководством Владимира Беглецова, который является одним из таких, одной из, может быть, самых значимых фигур в хоровом искусстве в Санкт-Петербурге. И вот с таким прекрасным коллективом 8 ноября в 19:30 в Великом Новгороде на сцене областной филармонии имени Оренского мы сыграем нашего игрока. Весь состав актерский, который был на премьере, участвует, кроме Дэвида Пилия, который не может из-за того, что он занят в Москве, сыграть. Поэтому мы ввели Рубена Дипеляна на эту роль, на роль Дегрие. А так весь состав, вот мы сегодня вечером выезжаем, и я очень надеюсь на то, что у нас получится сыграть этот спектакль даже лучше, чем мы это делали раньше, и на премьере в частности, потому что мы все, и актеры в первую очередь, стали более профессиональными, более зрелыми. Театр «Искандера» едет показывать «Игрока» по приглашению представителей Министерства культуры России. На самом деле нас уже около года просто жаждут увидеть на этом фестивале в Великом Новгороде. Мы год ведем переговоры с ними. И российская сторона выделяет финансирование на наше участие. Это и авиаперелет, и трансферы все, и проживание, и питание в Великом Новгороде. И вот на днях наше Министерство культуры, я благодарен им очень за это, помогло нам суточными для артистов. Это большая поддержка, мы очень за это благодарны. И это вот такая, знаете, очень важная и серьезная история. Не только потому, что это действительно большой творческий проект, и он и в организационном плане очень серьезный, но это то, что все-таки мы, несмотря на все сложности, которые существуют, несмотря на то, что театр закрыт сегодня, мы не можем играть спектакли, а от этого театр чахнет просто, когда у него нет возможности работать на зрителя. Это очень опасно, кстати, для любого творческого коллектива, вот такие задержки в работе. Вот сейчас этот выезд для нас – это и глоток свежего воздуха, и просто способ сохранить себя, просто не потерять творческую форму и двигаться вперед и развиваться. Поэтому я искренне благодарен Министерству культуры Российской Федерации за то, что о нас не забывают, и мы ездим на гастроли, на фестивали. Кстати, подглядеть за гастролями можно и сидя в Абхазии, смотря телеканал Абаза ТВ. Вместе с Культурой РФ мы будем транслировать прямой эфир со спектакля «Игрок». Очень важно, что спектакль будет транслироваться в прямом эфире на портале kultura.rf. И, насколько мне известно, телеканал Абаза будет транслировать тоже в прямом эфире этот спектакль. Я искренне благодарен Руслану Мкановичу Хашик за вот такой просто подарок и нам, я думаю, что и зрителям в Абхазии. Но Великий Новгород не единственная точка на карте гастрольного тура Русдрама. 12 и 13 ноября мы сыграем в рамках программы Министерства культуры России «Большие гастроли» 2 наших спектакля в городе Смоленске. В Смоленском театре имени Грибоедова. Это спектакли «Кёджинские перепалки» и «Кровавая свадьба». Мы эти 2 спектакля покажем в рамках программы «Большие гастроли», которая полностью финансируется Российской Федерацией. Все расходы на наше участие в этой программе выделяются Росконцертом, подразделением Министерства культуры России. Помимо дел гастрольных, перед труппой стоит еще одна важная задача – соблюдать все нормы защиты от коронавируса. Ведь даже болезнь одного актера может поставить под удар все планы театра. Поэтому в Русдраме есть внутренние правила.
Практически нигде, кроме театра и дома, актерам бывать нельзя. Мы должны беречь себя для того, чтобы действительно все эти поездки могли состояться, потому что нас будут тестировать на наличие ковид перед выходом на сцену, везде, где мы будем работать. Но наш коллектив все-таки сумел уберечь себя от заболевания на протяжении всего этого времени, даже когда мы активно работали. И не было ни одного случая заражения в театре. Мы всегда соблюдали, мы всегда жестко соблюдали все санитарно-эпидемиологические нормы. Всегда. И это просто такой хороший, мне кажется, опыт и хороший, в том числе, залог того, что все-таки театры можно, мне кажется, открывать через некоторое время, если в них, как мы это уже делали, будут соблюдаться все требования эпидемиологические и санитарные. Потому что, смотрите, в России президент Путин напрямую говорит о том, что надо сделать все, чтобы не закрывать театры во время пандемии. И он абсолютно прав, потому что в состоянии депрессии, в которое входит все общество, видя обстоятельства нашей жизни, это состояние не поможет ни экономике, ни политической стабильности, ничему, если не будут возможности для людей просто выйти за пределы нашей действительности. Это они могут сделать в театре. В завершении беседы Ираклий Хинба сказал, что у Русдрама есть еще планы в уходящем году, но их анонсировать еще рано. Элеонора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Напоминаем прямую трансляцию из Нижнего Новгорода спектакля «Игрок» Русского драматического театра имени Искандера в сопровождении знаменитого концертного хора Санкт-Петербурга. Смотрите в нашем эфире в воскресенье 8 ноября в 19:30. Все знают о Великой Китайской стене, слышали о Горганской стене в Иране. Но о том, что третья по протяженности в мире Великая стена находится в Абхазии, в мире известно немногим. Только по одной из версий, Великая Абхазская стена была построена греками за несколько веков до нашей эры. При раскопках здесь до сих пор находят древние изящные кувшины эллинов. Именно оттуда, из глубины веков, ведет свою историю и гончарное ремесло Абхазии. Об этом и рассказывает Евгений Кривцов в проекте «Пряничный домик» на телеканале «Культура». Этот выпуск производства студии А называется «Возле Великой Абхазской стены». Передачу смотрите в нашем эфире в субботу, 7 ноября в 19:30. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 7 и 8 ноября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу пройдут кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 11, днем до 18 градусов, температура морской воды до 19 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Удачных выходных.